Дорогие друзья, мы продолжаем. Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. Интернациональный экологический праздник. Его цель – сохранение видового разнообразия и численности птиц. Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник получил популярность и в других странах. Надо, кстати, заметить, что в России очень много, даже в царской России, много организаций занимались охраной птиц. И сегодня мы на эту тему разговариваем с нашим гостем. Рада представить вам научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны СОРАН, кандидата биологических наук Евгения Шемякина. Евгений Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как обстоит ситуация в нашей республике, да, по охране птиц? Ну, по охране, прежде всего, я бы хотел рассказать по поводу того, что у нас на территории Якутии обитает около 319 видов птиц. Из них у нас гнездятся около 270 видов птиц. И охрана на территории республики действует очень хорошо. При Министерстве охраны природы и нашего института, также фонда журавля, сохранили вид, такой вид, как стерх, белый журавль, который вот у нас обитает на территории Якутии. Наша вот популяция, она еще живая, достаточно хорошо. Она здесь у нас чувствует себя, гнездится только на территории Якутии. А вот популяция, которая с реки Обь, численность ее намного сократилась, и можно сказать, что этот вид вымер. Так что наша популяция еще сохранилась. Ну, сколько вообще видов редких птиц обитает на территории нашей На территории Якутии у нас обитает около 40 видов, но некоторые виды у нас инвазируют. Это получается, они расширяют свой ареал, но при этом они другим видам тоже, они, получается, конкурируют между собой и мешают другим видам. Так что вот наши виды коренные, они могут вот эти восточные виды инвазировать и выгонять их. Могут на них нападать, съедать их. Такие вот виды, как вот сейчас в Нерюнгри появилась голубая сорока. Вот новый вид, он начал гнездиться. По Вилюю есть вот сорока обыкновенная тоже появилась, зяблики появились. И вот эти вот виды начинают инвазировать нас. Кроме того, появляются виды. С появлением видов, естественно, возникают проблемы. Так. Вот эти вот проблемы, например, у нас отмечаются среди водоплавающих птиц, которые у нас стреляют охотники. Но мы сейчас вот занимаемся с иностранными коллегами, с Кореи, с Японии, с Новосибирска, также наших институтов, по изучению миграции птиц с помощью установки передатчиков, а также влияние, посмотреть, какие вирусы прилетают к нам именно на территории Якутии, специальными методами исследований. Так, в прошлом году здесь мы обнаружили у 10 птиц вирусы птичьего гриппа, но для человека они не опасны. Не опасно. Да, они, скорее всего, опасны только при местах зимовок, где сокращают численность другим домашним птицам, которые, вот, например, в Китае, для уток, для гусей домашних, вот они могут вот этот вирус выбить домашних птиц полностью. А с чем связано все-таки вот это появление новых видов птиц? Новые виды. Потепление, да, это? Ну, есть несколько теорий, да, некоторые виды расширяют свой ареал, некоторые виды возвращаются обратно. Например, вот здесь раньше были степи, раньше здесь были мамонтовая Много фауна, лет да? назад, да? Да. Скорее всего, это пока еще очень трудно объяснить. Сейчас мы работаем, наука тоже не стоит на месте. Мы вот тоже работаем по этому поводу. Потому что некоторые степные виды птиц, такие вот как чибис, кулик, там, поручейник, это степные виды реликтовые, они, получается, прилетели обратно. Вот и мы сейчас как раз-таки думаем, и может эта теория подтвердится, то, что они обратно прилетают. Ну, Евгений Владимирович, скажите, вот скоро будет открытие охоты, да? Сезона охоты на птиц. И что нужно знать охотникам?
Но охотникам прежде всего знать надо то, что не стреляли самок и краснокнижных видов птиц. Так как самка утки может прожить около 19-20 лет, то она ежегодно дает потомство от 8 до 10 птенцов. Получается, такая большая цифра может от одной самочки уйти. Ну и краснокнижные. Что ж, Евгений Владимирович, огромное вам спасибо за интересную беседу. С праздником вас Спасибо. и всех, кто причастен к данному празднику.